С докладом о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия о государственном бюджете на 2025 год выступил министр финансов Дзамбулат Татаев. Разработка проекта обусловлена необходимостью корректировки расходной части бюджета во исполнении протокола о внесении изменений в соглашении между Южной Осетией и Российской Федерацией о реализации государственной программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы, сказал Татаев. В целях реализации положений протокола о совершенствовании системы оплаты труда, который устанавливает новые размеры надбавок к должностным окладам отдельных категорий работников бюджетной сферы, которые не достигли целевых значений средней заработной платы. Второе. Отражение решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией от 8 октября 2025 года. Министр подчеркнул, что среди причин для корректировок также необходимость увеличения объемов ассигнований по ряду направлений расходования и перераспределений средств между статьями бюджета по предложениям главных распорядителей бюджетных средств. В соответствии с решением, с пунктом 1 решения предлагается увеличение объемов финансовой помощи Российской Федерации на цели социально-экономического развития Республики Южная Осетия в размере 187,3 миллиона рублей. В соответствии с постановлением правительства Республики Южная Осетия от 2024 года об утверждении ставок таможенных пошлин и налогов, взимаемых в виде совокупного налогового платежа, мы предлагаем перераспределение доходной части бюджета в соответствии с предложением главного администратора доходов бюджетных средств. Таким образом, финансовая помощь на цели социально-экономического развития в соответствии с данной редакцией бюджета из Российской Федерации составит 6 миллиардов 385 миллионов рублей. Сумма налоговых и неналоговых доходов составит 1 миллиард 942,5 миллионов рублей. Также, по словам министра, предлагается увеличение бюджетных ассигнований на ежемесячную выплату в размере 5000 рублей преподавателям русского языка и литературы, а также осетинского языка и литературы в общегосударственных общеобразовательных учреждениях Южной Осетии, начиная с 1 сентября 2025 года. Также в связи с нехваткой в системе обязательного социального страхования денежных средств на обеспечение выплат пенсий в целях обеспечения государственных гарантий, устойчивости финансовой системы, обязательств социального страхования, предлагается социальному фонду установить в виде межбюджетного трансферта финансовые средства на сбалансированность. В соответствии с предлагаемыми изменениями общая сумма доходов государственного бюджета составит на 2025 год 9 миллиардов 262 миллиона рублей. Расхода 9 миллиардов 695,7 миллионов рублей. Дефицит государственного бюджета в соответствии с предлагаемыми параметрами составит 433,4 миллиона рублей, из которых часть дефицита перекрывается остатками 2024 года. На заседании правительства также был вынесен проект закона о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия о службе в таможенных органах. Предлагается в связи с унификацией законодательства Республики Южная Осетия и Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере таможенного дела, в ходе которой установлено, что в отличие от российских коллег, сотрудники таможенных органов не имеют специальных квалификационных званий, которые устанавливаются показателем уровня профессионального образования, качество службы в таможенных органах по специальности профессиональных знаний и навыков. В соответствии с вышеизложенным считаем целесообразным внести изменения в пункт 3 статьи 5 Закона о службе в таможенных органах Республики Южная Осетия и дополнить специальными квалификационными классами сотрудников таможенных органов.
Кабинет министров также принял проект закона о внесении изменений в постановление правительства об утверждении положения о порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсации и пособий лицам, проходившим службу в таможенных органах Республики Южная Осетия и их семьям. Разрабатывается вопрос пенсионного обеспечения таможенных органов Республики Южная Осетия. На выходе уже подписания соответствующего соглашения с таможенными органами Российской Федерации и в соответствии с тем соглашением, которое уже согласовано и на подписание, предлагается скорректировать ранее принятое положение о порядке исчисления выслуги лет, назначения, выплаты пенсий, компенсации, пособий лицам, проходившим службу в таможенных органах. Предлагается подпункт Л пункта 2 исключить и в пункте 4 слова в составе Северо-Остинского батальона смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-остинского конфликта исключить. Соответствующие изменения были согласованы с таможенными органами Российской Федерации. На заседании правительства также рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет социального фонда на 2025 год. С докладом выступил министр труда и социальной защиты Олег Гаглоев. Предполагают 3 блока изменений. В первую очередь это те изменения, корреспондирующие изменения по отношению к изменениям в государственный бюджет. Отражаются средства государственного бюджета, выделяемые бюджету фонда на обеспечение сбалансированности бюджета фонда. Кроме того, увеличивается доходная часть за счет того, что увеличились сборы социального фонда Республики Южная Осетия. И третий блок изменений – это перераспределение внутри расходной части бюджета. На заседании правительства был утвержден состав правления Социального фонда республики. По словам министра труда и социальной защиты Олега Гаглоева, в состав правления войдут председатель и сотрудники соцфонда, а также представители Минтруда и Минфина Южной Осетии. Олег Гаглоев также выступил с докладом об установлении ежемесячной надбавки педагогическим работникам государственных общеобразовательных учреждений, преподающим осетинский язык и литературу, русский язык и литературу. Данное постановление подготовлено в целях реализации решений сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 8 октября 2025 года в части выделения финансовой помощи на осуществление ежемесячных выплат отдельным педагогическим работникам и в соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Российской Федерацией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы. Члены Кабинета министров единогласно поддержали установление надбавок. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Давид Туаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.